все почти мне говорили, этот вопрос нужно решать несправедливо, неправильно. И вы сейчас эту тему, надеюсь, это тоже будет небольшим толчком к решению этой проблемы. Я стал заниматься, а вылезла, называется у них пиродоба. В общем-то, должен быть какой-то другой механизм, наверное, их интеграции в абхазское пространство, да? Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда». Сегодня будем говорить о Гальском районе, тем более и информационный повод есть. Совсем недавно наш парламент утвердил положение, по которому вид на жительство растягивается на 10 лет. Да? И в этой связи, и учитывая, что вот люди с этим документом, основная часть жителей, да, большинство, да, жителей Гальского района именно вот с этим документом вид на жительство, я вот как бы воспользовался этим моментом. И сегодня у нас в гостях глава Гальского района Константин Пиля. Константин, здравствуй. Я всегда вот как бы меня интересовало, я помню вот этот момент, когда в 2014 году обнуляли это гражданство для жителей Гальского района. И потом говорили о документе о виде на жительство. И говорили, что вот он будет иметь все права, кроме права голоса. Да, там, вот, участия в политической жизни. То есть, да. Насколько вот сейчас этот документ как бы отвечает вот этим нормам? Добрый день, Инау. Добрый день, наверное, зрителям. Ну, этот документ не отвечает тем требованиям, которые было тогда объявлено, что получилось на самом деле. По виду на жительство политических прав не было, и он не предусматривал. Ну, по поводу того, что какие еще ограничения, например, ну, по виду на жительство нельзя апеллировать своей собственностью. Люди, которые живут в своих родовых домах, в своих очагах, реально так, они могут только продать и вступить в наследство. Но не приобрести что-то у себя в районе, не попытаться попросить добавить что-то, расшириться, этих прав у них нету. Более того, по ВНЖ, виду на жительство, проблемы еще и со сроками. Там как было? Вообще после 10-летнего проживания только выдается вид на жительство по нашему нормативу. 10-летнее пребывание 10-летия нужно доказать только документами, органами МВД, УВД. Только это значит, или регистрация в милиции должна была быть, что местные никогда не регистрируются никакой милиции. Если мы выезжаем за пределы республики, где-то мы регистрируем, но у себя внутри такой практики не было, и таких случаев практически нету. Или если им был ранее выдан документ типа формы номер 9 или аналога, который выдает документ. Так как у большинства этих документов не было, после того, как люди решили гражданство, виды на жительство, как говорили мне, как я тоже после многих консультаций, выдавали, мол, по упрощенке, потому что поняли, что произошло. Это люди не смогли выезжать в Российскую Федерацию, это дети учились. Это когда родитель знает, что он не может поехать к своему ребенку, который там, как-то мы его в университет там нашли квоты, нашли места, но родитель знает, мать знает, что она там заболеет гриппом или что-то, не дай бог, она не может туда попасть, надо только гостевой визой через посольство Федерации, и потому отказываться. Много-много проблем. Более того, вид на жительство не позволяет еще иметь охотничье гражданское оружие для сельчанина, находящимся в лесу, где вокруг дикие звери, шакалы, и большие проблемы были с этим. Ведется нормальный отстрел в нормальных селах, как говорится. У нас с этим тоже проблема. Вид на жительство, тот, который давал 5 лет, вот 5-летний срок закончился, нужно было человеку сдать и получить новый. Но это же только 5 лет ему говорят. А еще 5 лет до получения вида на жительство иди доказывай. И тупик. Какие документы, где что сохранилось. И просьбы ежедневно. Люди приходят в администрацию, по несколько человек, и вот такие вот вопросы приходится как-то решать, какие возможности, где когда совсем тупиковое, уже, ну, сейчас, благо, в парламент получил закон в первом чтении, и надеемся, и мы видим единогласие у депутатов, и особо неконфликтный закон, и видим, что и понимают и оппозиционные депутаты, коллеги, и там командные, как так сказать, не знаю, как верно. Вот они все единогласно понимают, что этот вопрос нужно решать, что так дальше продолжаться не можем. У нас в районе отток населения реально, у нас
На сегодняшний день мы, ну, вот эта вся борьба с майнингом, все остальное, по уровню потребления электроэнергии занижено до меньше 2019 года, когда еще и майнинга не было, да. Но это борьба в том числе. Но я подозреваю, что это еще и отток населения, потому что мы видим, то там дом опустел, то там уехали, то там уехали. Но мы должны понимать, или это наши люди, и точка, или это не наши люди. Ну, тогда надо вопрос решать по-другому. Ну, есть какой-то вообще механизм вот перехода вот этих людей в гражданство, да, понимаю, фильтры там всякие и так далее, ну вот, чтобы они стали полноценными гражданами. То есть там, я понимаю, там есть механизм, там ты возвращаешь, там, если у тебя там корни абхазские, носишь, один из путей, там носишь абхазскую фамилию, да, то есть ты возвращаешь свою этничность, в паспорте указываешь, что ты абхазец, а абхазцу, я как понимаю, как знаю по закону, то есть он автоматически без где бы ни родился, где бы каким бы гражданством не обладал бы, и вот такой есть путь. И сколько вот... Парламент это будет носить поправки об этом. Но уже есть же прецеденты. Это не таких прецедентов. Сначала, чтобы изменить свою национальность, человеку надо, например, Тарбая, получить гражданство как Тарбая, как грузину, пройти 7 кругов ада, и я даже сомневаюсь, что он получит. Я сомневаюсь. Если он это все-таки смог как-то сделать, то уже становясь гражданином Тарбая грузином, уже как гражданин Абхазии заявляется на изменение национальности. То есть это, чтобы ты поменял этничность, ты должен быть гражданином. А чтобы стать гражданином, я не смог. Я реально вот за весь период никому не смог помочь. Одному, там, мне близкие люди, я служил с ним в армии, с моим другом Гальским. Вот ему сыну я делал. Когда его бабушка ходила за пенсионным обеспечением, ну, социальный пакет все равно, если мы отодвинули людей от социального пакета, да, лишив гражданства, они его должны где-то получать. Вот они все пошли, сделали гражданство себе Грузии, и там им вопрос. Сын, дочь, внуки, она всех вписала. И автоматически этот мальчик тоже туда попадает. И он меня просит, года 4 назад, Тимур Хухутович тогда был главой, Тимур Хухутович, вот парень такой в Санкт-Петербурге, учится, смешанное единоборство, борется, отличный, пашется, как говорится. Он говорит, ну не могу, не получается. Они мне говорят, есть гражданство? Они говорят, товарищ, нету. Ну, родители говорят, нету у нас. Я стал заниматься, а вылезла, называется у них пиродоба. Это первичный документ до паспорта, это как социальная карта, ну, почти что гражданство. Выходом на грузинское гражданство. Оказалось, у него это есть. А как оказалось у тебя? А вот бабушка ходила и сразу на автомате. Потом он, нанимая адвоката Российской Федерации из Санкт-Петербурга, по видеосвязи, показывая свой российский паспорт, благо российский у него был документ, отказывался официально. 6 или 8 месяцев процедура в Грузии была, потом указом президента его освободили от гражданства, и только после этого мы смогли сделать документ. Потому гражданство очень сложно делать вот на сегодняшний момент. Но с другой стороны, в общем-то, должен быть какой-то другой механизм, наверное, их интеграции в абхазское пространство, да? То есть вот дети рождаются, школы заканчивают, у нас там есть места для гальцев в нашем университете и так далее. Вот как с этими людьми быть, да? То есть они родились, выросли, никуда не... Да. Хотел бы я поблагодарить за то, что вы подняли эту тему и пригласили районы, и вообще для Абхазии это очень важная тема. Все, кого бы я не встретил бы на улице, все говорят единогласно, это надо. Один человек там попался мне, который говорит, там, не надо так. Все почти мне говорят, этот вопрос нужно решать несправедливо, неправильно. И вы сейчас эту тему, надеюсь, это тоже будет небольшим толчком к решению этой проблемы. Что в районе получилось? Во-первых, и отток населения получился у нас. У нас, когда родитель не видит, что его ребенок завтра будет тут полноценным гражданином, мы с тобой оставили своих детей в том месте, где они были бы не равные, не обладали бы гражданскими правами равными. Мы тоже что-то думали бы. То же самое люди. Университет принимает. Это воля ректора. На самом деле, это воля ректора. Она была всегда его позицией. Он мне сам звонил, лично набрал, Константин Дарович, вот так готов принять. Мы в АГУ. Россотрудничество, Федотов Дмитрий Геннадьевич, Корчаева Балажан Махтыевна, это сотрудники. Делали квоты на МАДИ, московские дорожные делали. 15 квот для гальцев.
Ура! Правда же? Ура! По собеседованию лучших учеников. На первом этапе из 15 получилось 10, которые согласились. Из 10 5 прошло. И из 5 2 осталось. 5, которые прошло, родители 3 отказались впоследствии. А как это мы поедем? Говорит, вот именно так. А как это мы поедем? Вот что там ребенок там где-то оступится, не дай бог, транспорт, ну всякие проблемы. Я не могу до ребенка доехать. Как я могу позволить быть вдали от меня? То есть, И отозвали. По виду на жительство, да? По виду на жительство нам разрешили. По виду на жительство, чтобы еще следующая проблема. Даже если ребенок поступил, даже если родители дали добро, там, скажем, папа, мама не может ехать, какие-то родственники в России находятся, двоюродные дяди, тети. Так же тоже возможно. Ребенок, скажем, у них под присмотром. Но университет требует студенческую визу. Студенческую визу. Студенческую визу надо хотя бы документ показать трехгодичный, чтобы хотя бы тот загранпаспорт, который детям дают сейчас для того, что дают на год. И у нас прецедент, Россотрудничество позвонили, сказали, слушайте, дайте ребенку хотя бы загранпаспорт на 3 года, чтобы мы могли ему студенческую визу, чтобы его не отчисляли, потому что университет не будет держать, когда у человека на год. И эти проблемы. С этим боремся. Паспортная служба выдать на 3 года не может. Ответственность брать на себя не может, не хочет. МВД не хочет, никто не хочет. И ходим к вице-президенту, поймите, письма с университета, что ребенок будет отчислен. За каждого ребенка персонально боремся. Ну, это же не дело. А вот есть люди вот молодые, там, то есть у нас вот, приезжает, допустим, условно говоря, с России человек, поселяется здесь, там получает вид на жительство, потом он там пытается изучить язык, ну, требования комиссии, да. Но у нас есть люди там то же самое, которые учат, да, в Гальском районе там. Я, кстати, видел и молодых людей, которые по-абхазски уже говорят и так далее, да. Но вот для них есть возможность получить вот так же, как, допустим, другие. Вот что для них происходит? Когда гальцы обращаются в комиссию по гражданству, сдали экзамен, например, там, по изучению Конституции, все наши 80 статей или 82, по-абхазски поговорили, все нормально. И следом приходит справка из СГБ, что у него в оперативном данном имеется гражданство Грузии. И получает отказ. Ясно. Хорошо, мы от дел грустных все-таки перейдем, наверное, к другим делам. Вот, Константин, я и ты участвовали мы в этой комиссии там, по транзиту, она называлась, рабочая группа, да, там. И тогда еще вот это вечная абхазская проблема, 30 лет, это приграничная торговля, которая существовала, да, там и контрабанда, и все, что хочешь, да, проходи, да. Сейчас, ну не сейчас, в принципе, ее начали еще несколько лет назад, еще там при прошлой власти, когда там, допустим, разрешили орех продавать официально, то есть там пошлину снимали. Сейчас несколько тоже пунктов, еще, кажется, 14 пунктов там внесено. Ранее было, да? Для перевода? Да, что можно перевозить. Вообще как-то ситуация меняется? Список. Список, да. Список того, что... Вот после той работы, в которой мы с тобой участвовали, больше список не добавлялся, ну, особо, кроме ореха. И в обратную сторону мы ожидали, что это будет больше, но пока такой тенденции нету. Во-первых, сама таможня не готова. Там она еще не оборудована, там терминал должен быть нормальный, там весы должны быть там, для взвешивания. И речь шла только о товарах не made in Georgia, как говорится. Не маркированные, не произведенные. Сельхозпродукция и все такое. Вот именно об этом речь пошло. Ну, насколько мне известно, я там плотно этим не занимаюсь, ну, так, все равно информация доходит до меня, что совсем в небольших количествах может быть там в день там 500 килограмм, там, вот не более того. Это сейчас ничего это не поменяло особо. Мы ожидали, что это будет экономику. Но что произошло еще, и не совсем грузинская сторона к этому оказалась готова. Как бы мы, когда начинали, мы понимали, что когда ты что-то отдаешь, да, и когда кто-то хочет, всегда найдет причину. То же самое получилось. Когда этого не было, до этого указа, да, там вот, если этого указа не будет, то будет, наоборот, много было разговоров. Указ произошел,
Ну, в малых количествах. Пока это все в малых количествах. Это все товары народного потребления, и все соответствующим указом. Там видно материал был, там сельхозпродукция, там помидоры. Части автомобилей? Сельхоз, даже не автомобили. Но что происходит с грузинской стороны? Все, что переводится сюда, все фиксируется и требует у них дополнительного разрешения там. Там, я вот переводчик. То есть они там с той стороны, да, каждую машину согласовывается отдельно. Даже вот будешь перевозить как-то по крышке БУ, там кто-то возил и просил меня содействия. Ну, я там далек. Ну, когда он это якобы сделал, он говорит, каждое колесо нам пришлось фотографировать, там куда-то отправлять, получить одобрение, и только так. Ты просто до нахрапом не переезжаешь. Сегодня правительство Грузии подает сигналы, что оно не хочет открывать тут второй фронт, не хочет быть супротив России, и это хорошо. Мы это, как бы говорится, приветствуем по умолчанию. Ну и там оппозиция очень серьезная, профинансированная Западом в полном объеме, держит прямо на крючке малейшие события. Тот и пароход, который пришел, мы помним, да, как они там себя вели. Приехавшие после войны с Украины, тоже ячейка очень серьезная там образуется. И им тоже там спокойно жить не дают. И, наверное, они сейчас вот как-то вот так потихонечку хотят этого уходить. Посмотрим, что произойдет. Нам главное, мы показываем, мы на добрососедство готовы, мы готовы на равный диалог. Ну, сигнал туда пущен, теперь ждем навстречу. Что-то произойдет, будут готовы к переговорному нормальному процессу, четырехсторонним встречам. Как и было раньше у Гали, помните, был один период. Вот эти женевские, пускай перетекут сюда. Женева далеко, и не все понимают. Если это будет тут на месте, проблема решается, когда в проблеме участвуют участники и заинтересованные. Когда тебе со стороны твои проблемы решают, они тебя не чувствуют твоих нужд, твоих болей. И там в Женеве ничего не решится. Но сейчас вроде бы речь шла о том, что вот наше Министерство иностранных дел там месяца полтора назад заявляло о том, что вот о возобновлении работы вот этой МПРИ, возобновлении работы на границе, но после этого вроде как бы такой толчок. Там проблема была. Почему МПРИ не продолжился? Главная тема была, грузинская сторона заявлялась о возможности заезжать сюда по паспортам Грузии. Наша сторона только по заграничным паспортам, что проезжали, как в соседних государствах. И вот это был камнем преткновения. И как-то решили? И пока это не решили, но мы сейчас немного пошли на опережение. Мы готовим зону, которая находится вот после моста Ингурского, не заезжая на наш контрольно-пропускной пункт. Первый пункт только проходит досмотровый, не пересекая все таможенные структуры. Наверху готовится зона, и там будет конференц-зал, и там будем встречаться. Как бы получится территория абхазская, ну, они к нам не заезжают полностью. И вот там попробуем в таком формате, чтобы удовлетворить вот эти вот претензии. Ну, начать нормальный диалог. Есть в Грузии силы, которые понимают, что, наверное, этот лист им нужно перелистнуть, и уже старшее поколение, все прекрасно все понимают. У нас существует горячая линия, есть еще масса контактов, и вообще нормальные люди везде и всегда общались, и никогда друга не теряли. И вообще не всегда все понимают, ваша территория, наша территория, ваши силовики, наши, все прекрасно. Но на публику, на СМИ, на публичном пространстве, вот Абхазия оккупирована. Я вопрос, покажите мне одного оккупанта. Вы в Гале бываете? Да, бываете. Видите, одного мне покажите солдатика, просто сидящих даже в кафе. Я никогда не вижу. Вот я серьезно не вижу. На базе, на службе, машина, автобус, сопровождение, куда-то в Сухум надо приехать, туда, в магазин. Все вот так вот. Я говорю, вы же все знаете. Они построили, это американская технология, играть длинную. Они все в учебнике делали, что абхазы и абсуйцы разделили и вырастили молодежь за 30 лет, которые уверены, что это так. Которые уверены, что это действительно так. И не переубедишь. Это понятно. Ты мне скажи, вообще я помню вот те времена, вот самые сложные времена, в 90-е годы после войны, там, когда в Гале постоянно, там, чуть ли не через день кого-то происходили теракты там, и так далее. Даже при этом тогда существовала как горячая линия. То есть прямая связь. Я помню Руслана бедного Кишмаря. Да, вот у него периодически там
созванивался, был на связи там с губернатором Самигрело, там с главой Зугдиди и так далее. Он как бы знал всех этих и силовиков знал, то есть решал какие-то проблемы там возникающие. Сейчас есть вот такая возможность вообще? Во время ковида я первый раз, это как раз попало на только мое назначение, если помнишь, да, и я был вынужден и обязан вести диалог, и, в принципе, и хорошо, что это произошло. Я сразу сказал, уходим от большой политики, занимаемся людьми, занимаемся проблемами ковида. Я в диалоге. Пойдем выше, ничего не получится. Нет, все в точке расставили. И вот такое пошло человеческое сотрудничество. Вопрос ковида, я там просил, звонил, вот там человек хочет, примите, или что-то взаимное. И получилась очень даже нормальная работа, без всяких претензий, без ничего. Мы это особо не афишировали, я это говорю первый раз, но это, наверное, небольшой секрет. Ну, такая работа, и она по сей день. Где-то нужно по-человечески нормальным людям, мы видим. Более того, проблемы с документами толкнули людей на пересечение границы по зеленке. И у нас ежедневно растягивались ресурсы, оттягивались на задержание крестьян, обыкновенных людей, простых. Российские пограничники, мне говорят, Твардович приходит, ну дайте людям документы. Мы там командующий. Мои, говорит, жлобы с автоматами, с пулеметов задерживают кого? Старушку. Мы-то же можем определить, бандит или не бандит. Ну что, говорит, с нами делать ее? Вот ее... Мы, говорит, ее... Уже люди не бегают, они идут прямо на пост российский. Переходят. Они знают, подходят, ну что, пришли. Садитесь в грузовик, доставляют наши СГБ, протокол и отпускают. А вот, я так понял, многие не имеют даже вида на жительство документа. Вот именно потому, что из-за просроченных не могут восстановить, а многие тоже и не имеют в том числе. Ну, чтобы не имели совсем никакого документа или не было бы, это совсем, наверное, единичный случай. Но вот это вопрос, который закончился 5-летний, они не могут себе его заново продлить. Ну, глупость. Государство выдало, государство дало, он фиксированный, тиклоскопия, фотография, все есть, база данных есть. Стал старый, выдай ему новый, заново сфотографируй его, сними пальцы. А у нас нет. Надо доказывать, а где ты был до получения этих 5 лет прошедших. Еще 5 лет назад надо доказать, чтобы тебе приняли твой документ на распечатку. Какая процедура? Ты должен свидетелей привести, там, главу администрации? Нет, именно справку МВД, УВД. Или все остальное не принимается. Все остальное не принимается. И вот это сейчас закон, надеюсь, он его изменит. Я вот еще знаю одну особенность Гальского района, что там особенность, которая не наблюдается ни в одном другом районе. Там нет ни одного гастарбайтера, то есть приезжих людей. То есть я смотрел, в Галле все строят, убирают, и все, то есть вся рабочая сила – это вот за счет местных людей. Но в связи с тем, что там, в принципе, очень много, я думаю, таких трудовых ресурсов, которые, при том, что ты говоришь, что есть отток населения, но, тем не менее, людей, которые и сюда, в Абхазию, приезжают, там, в другие районы Абхазии приезжают, работать много все-таки местных гальцев. Бизнес идет туда, вот какой-то, вот инвестиции и так далее в связи с этим, учитывая, что есть все-таки трудовые ресурсы. То есть я знаю, там некоторые наши регионы, мы говорим, инвесторы предполагаемые говорят, ну я построю, мне надо привести рабочих людей, да, потому что местных нет. Именно. Вот сейчас мы с тобой занялись сельским хозяйством, например, в Бачамчирском районе, в Сухумском, да где хотим, там 10 гектаров земли, не больше, скажем. Все, мы упремся, кто будет заниматься, нам придется возить рабочую силу, отвозить, кормить, чтобы они где-то жили. Но это большие расходы, и навряд ли это будет бизнес ликвидный. Чем отличается Гальский район, что ты там не организовал, всегда найдутся люди, которые готовы поработать и заработать нормальные деньги. Вот это в первую очередь. Народ трудовой. Не нужно мешать, люди сами разовьются, люди сами все построят и создадут. Надо нам только немножко условия создать. По поводу бизнеса, бизнес идет. Вот вы, наверное, часто слышали, если попадало вам на слух, там голубичники работают, прекрасно работают, образцово-показательные вообще. Девочка Джопуа. Девочка Джопуа – это бывший Гальский район. А именно в Галле, в Ряпе, Рябху, Мушкур, вот там заказчиками 200-200 гектаров. У них уже больше 20
Ну, 20 гектаров кажется мало на слух. На самом деле 20 га рядами, мелиоративные работы, забор, сетка, капельное орошение, запасы воды и все остальное. Это, я даже не знаю, это огромная сумма денег. Там объем инвестиций под 300 миллионов. И они выступили заказчиками еще 200 под 400 га хотят и прекрасно работают. И идут, а павлони выращивать начали. 90 га уже практически, уже года 3, наверное. На питомники под серебристый или как пепельный эвкалипт, питомниками рассадки. Есть возможности, есть ресурсы. Пока люди идут, единственное, чего у нас нету в Гальском, 19 километров прибрежной полосы. Это прекрасная полоса, это песочный пляж. И ни одной гостиничного, что-нибудь гостевого дома вообще близко нету. Пока и заказчикам никто не выступает. Вот это вот проблема. То есть даже интересующихся нет? Интересующихся пока нет. В чем проблема тогда? Инфраструктурная. Дорога. Первое – это дорога. Дорога Вена. Вена есть, рука живая. Вся история. Если дорога хорошая есть, уже начнут осваивать. Воды нету. Туда вода не идет. Сеть там разбита. Все, но эти трубы проклятые вывозили, так и все не вывезли. Хоть уже вывезли, на мой век тоже что-то осталось. Я там борюсь, удерживаю то, что есть, но сетевых нету. А потом энергетических ресурсов, туда не идет высокая линия Приморская. Она подпитывается с Ачимчирского района, с ТП Ачимчирского подпитывается. Потому что, например, даже столбов туда не идут. Например, напряжение еще низкое. И еще и напряжение, там невысокое идет, там низкий идет. И люди там вот эти 42 человека, которые там живут, они вот так, у них свет еле-еле. Это такое положение инфраструктуры. Но само место, это место было для туризма, для элиты грузинской в то время. Там практически один был гостевой дом, там и все остальное это были дачные коттеджи, это коттеджные дома. Они до сих пор там что-то стоят. Это были красивые улочки, дорожки, это эвкалиптовый там аромат стоит, но ты проезжаешь, просто не надышишься. Это где, кстати, я к своему не на греху, помнишь, я одну тему говорил об игровой зоне. Это я говорил о той зоне. 42 человека, покинутое село. Село освобождено от земельного налога. С него не забираем ни земельный налог, ни никакой вообще ничего. Потому что некому платить. Одни бабульки, одна семья живет многодетная, у них, по-моему, 5 детей. Я бываю у них в гостях, когда заезжаю. Когда девочку искали мы по канале, тоже там с ними общался. А так, пятиэтажечки, красивенькие. Такая планировка, просто чудо. Просто чудо. Заброшенный район, и я даже не знаю, когда там что-то будет. То есть там пока никакого интереса к этому нет? Пока нет. Приходят там наши некоторые, там хочу землю, хочу. Это абхазский вариант. Это абхазский вариант. Занять, потом, когда кто-то появится, предопродать. Я это дело проходил, я там сказал, нет, туда никто никому. Туда, если что-то будет нормальное, и что возможности имеешь, будешь, а так просто так хочу в другом месте бери. Но вообще какой экономический потенциал? Там сельскохозяйственный только? Нет, я скажу. Помимо самой земли, да, и там есть сельское хозяйство, есть еще и торфяник. Это 18 миллионов кубов торфа, залежи, изведанные при Советском Союзе, есть классификация содержания, есть мел, есть глауконит называется. Я тоже никогда не касался, из него удобрения делают, минеральные. Это есть, все это в промышленном масштабе, все это можно делать. Помимо цитрусовых, ореха и всего остального. У Гали еще был эфиромасличный был завод, было запланировано строительство атомной электростанции в селе Сида. И даже схемы разработки до сих пор есть. Нам планировался электростанцию еще делать. Очень такой район интересный, перспективный район, будет жить, будет развиваться. Моя задача, я вот для себя так считаю, за старшее поколение побороться я не смогу. Я понимаю, что это я не потяну. Но за детей 19 школ, 7 садов. Ачимчирский район 1 сад. 7 детских садов и 19 школ. Выращиваем детей по нашей методике. Деньги налогоплательщиков, деньги Российской Федерации по субсидиям и дотациям. Выращиваем и отдаем. Не глупость. Механизм, видимо, продумать все-таки, как-то интегрировать в абхазское пространство. Дети выросли, 18 лет, все, ВНЖ держи, или он уедет. Я был молодым, я тоже был мечтаю. Я вообще хотел летчиком быть, а если правда, я до сих пор мечтаю. Мечтаю о вертолете, но это уже детская мечта.
Они тоже дети о чем-то мечтают, родители мечтают, что ребенок вырастет каким-то специалистом, достойным человеком. Когда в этом стране не видишь шанса, ты им не даешь бесперспективно. Отправишь не то, что в Грузию, на 3 лет отправишь, чтобы ребенок где-то себя нашел. И любой это сделает. Нам надо сделать все, чтобы дети, рожденные в Республике Абхазия после 1993 года, они были документированы, они были полноценными гражданами. Я говорю только, я со старшего поколения я не берусь. 250 ребят отслужили в армии. Автомат дали. Один вообще в ОМОНе служил, мальчик. Я недавно приезжал, он говорит, я в ОМОНе служил. Вот. У него военный билет остался, там какие-то награды давали за службу тоже. Сейчас тоже армия делает. Ты хорошо отслужил, все четко, тебя там награждают. Там, и награды. Военный билет на руках, а паспорт забрали. Теперь, чтобы сделать вид на жительство, вот самая тонкость. Ты не можешь заявиться в паспортную службу с просроченным документом. Что даже какой-нибудь документ надо тебе иметь. Просроченный документ, он не документ. Действующий. Любой действующий документ, чтобы просить вид на жительство. Для этого, значит, отправляют их в Грузию, получите паспорт Грузии, вернитесь сюда с паспортом Грузии, заявитесь к нам, и мы тогда и докажите свой 10-летний. Мы их заставляем получать. Мы их заставляем 10 лет. Я только пришел на работу, мне женщина у порога оббивала где-то месяца 3, потом она, наверное, на меня плюнула или обиделась, не знаю. Она говорит, тут у вас был глава, он мне сказал, пойди получи гражданство Грузии. Я пошла, сделала, пришла, мне ВНЖ не дадут. Теперь я уже гражданка, мне деваться некуда. Вот она ходила, бедная, туда-сюда, я тоже там как-то, что-то, но я ничего не смог делать, и она тоже потом перестала приходить. Надо заявиться каким-то легальным действующим документом. Хорошо, мы будем все-таки заканчивать нашу передачу. Я напомню, что мы сегодня говорили о проблемах Гальского района, об его перспективах, экономических, социальных, а также о проблемах самих жителей Гальского района с главой администрации Гальского района Константином Пиля. Константин, большое спасибо. Очень много вещей, которые вот обычные наши, вот более широкая абхазская общественность, она как бы вот крайне поверхностно знает о том, что происходит. Наверное, это все-таки вина наших и журналистов, и многих людей, которые вообще этим занимаются, наверное, все-таки, наверное, почаще говорить об этих проблемах и все-таки попытаться реально интегрировать этот Гальский район в абхазское пространство. Большое спасибо, Константин. До свидания, до следующих встреч. Смотрите нас на телеканале Абаза, смотрите нашу передачу на YouTube-канале «Чегемская правда», на одноименной странице Facebook, также на сайте газеты «Чегемская правда», chegem.su. До свидания, до новых встреч.